Скажите, пожалуйста, слышали что-то о дронах, которые упали на прошлой неделе и на этой тоже? Ну да, я слышал об одном пока, который упал на территории Тулии на прошлой неделе, по-моему, 9 или 10 февраля. А скажите, пожалуйста, откуда информируетесь, откуда узнали? Ну, интернет, весь интернет гудит, телевидение молдавское в интернете писали о том, что упал дрон. Попал туда, яму какую-то делал, что-то и вроде забрали оттуда. А мы не видели ничего, только слышали, что люди говорят. Я по телевизору слыхал, что где-то в Тулии, по всем телевидению, сказали, что где-то дрон упал возле Новой Тулии, Сали. Новой Тулии. По телевидению видели. Что думаете об этом? А что можно подумать? Ну, вам надо подняться туда, на место, посмотреть, как расположен на месте падения по отношению к сторонам света. Так. И вы узнаете, откуда пришел этот дрон и почему оттуда, а не оттуда. Украину раз прошедшая, потому что это там на полях. Так, прошедшая через Украину или прям украинская? Ну, мы-то не знаем, это должны люди, которые этим занимаются, чтобы они прочитали. Там, я думаю, там есть и записи какие-то, потому что я видела там кусками прям. А как вам кажется, кто ответственный за то, что это произошло? Или кто виноват в этом? Вы знаете, надо многие вещи рассмотреть, а потом сказать, кто виноват, кто нет. Я не могу сказать, я не могу подтвердить где-то. В первую очередь я могу сказать, что это украинские наемники вот так делают, специально вот так. Все. Не знаю, говорят, Украина. Украина скинула? Угу. Мол, не русский этот дрон. Вроде они анализ сделали. Я так слышала у людей, я сама не видела ничего. Это специально делают. А кто, если не секрет? Какие есть мысли? Наверное, украинцы и Европа, чтобы столкнуть Молдавию с этой. Чтобы с Россией столкнуть? Конечно, чтобы опять война началась. Ну, здесь сложно сказать. Ответственность должна быть и на наших властях, чтобы не допускать такое попадание сюда каких-то дронов и обломков. Ну и, соответственно, на тех, кто запустил их. Поэтому здесь с двух сторон есть вина. Скажите, не боитесь, что в следующий раз может пострадать населенный пункт, например? Я, например, не боюсь. Не боитесь? Боимся плохо. У нас что-то там Украина, кругом мы как буква П здесь стоим в середине. Боимся. Вообще мы все одни там живем, детей нет, все пенсионеры. Боимся ночью. А что можно подумать, что только в наше село может попасть, может в другое село попасть тоже, раз они летают. Риск всегда есть, но пока людей беспокоят другие проблемы, поэтому люди пока об этом не думают, и, соответственно, пока такого большого страха нету. К тому же человек ко всему привыкает. И... Конечно, мы переживаем и за детей, и за всех. Это, конечно, немножко страшновато, но деться некуда. А что бы вы посоветовали молдавской власти или что бы сделали на их месте, чтобы предотвратить? Ну, вот это я не знаю, пусть это они сами думают, а люди, они не думают. А от властей автономии ждете какой-то дополнительной защиты или каких-то действий? Даже не знаем, что сказать, ничего. Не знаем, что сказать, потому что они вообще не думают на нашу Гагаузию. Я хочу, чтобы моя страна прекратила, чтобы деформацию делать. Вот тут. Везде Молдовы деформацию не надо делать. Вы бы на месте властей нынешних нашей страны как бы поступили? Я бы отказался от помощи. От помощи? Да, помогать этим самым украинцам. Сам вот человек только бы здесь 5 месяцев зарплаты не получает. А деньги идут на войну, на Украину. Это как? Я думаю, что лучше в сторону Москвы. Потому что Европа все уже, она все голодная, везде бастует. Да я буду их на месте, если была, тогда могла бы сказать. А так ничего не могу сказать. Вести мирную политику со всеми государствами. Не дистанцироваться от Российской Федерации. Что посоветуешь властям? Власть все равно делает то, что им надо. Они с людьми не очень считаются, я думаю. Что вот на Украине погибают люди, умирают, ну даже и в России. И что с этим? И что с этим? Погибает-то наш обычный простой народ. Я не знаю, наверное, должны как минимум предпринять какие-то
Не просто должна быть вот радиолокация по выявлению того, что прошлось по территории, но и должны быть какие-то установки, которые, допустим, сбивают, когда они попадают на территорию Молдовы.